Актриса Джейн Фонда как-то сказала: актерство – это адское занятие. Ты всю жизнь занимаешься тем, за что других сажают в желтый дом. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня у нас в гостях актер Русского драматического театра Евгений Кузьмин. Добрый день. Здравствуйте. В 2015 году, если не ошибаюсь, да, вы приехали покорять Якутск. Но обычно бывает наоборот. Обычно люди едут в Москву, а вы, получается, из Москвы в Якутск. Как так получилось? Почему все наоборот? Получилось это спонтанно. Так вышло, что когда я закончил театральный институт, я искал работу по профессии и нашел ее, в принципе, на долгосрочную такую основу. Но мне хотелось большего. Мне хотелось прям театр, профессиональный театр. И в поисках каких-то вариантов я наткнулся на объявление из Государственного академического Русского драматического театра, что нужен актер молодой. Я тогда еще был молодой, моложе значительно. И я подумал, почему бы нет? Скину портфолио, а там уже решим. Но я не сразу понял, что это Якутск. Потому что я прочитал Государственное имени Пушкина. И я думаю, ну здорово. Ну, в каком еще театре можно было хорошо провести время, так как не в театре Пушкина. Но потом я узнал, что это Якутск. Это буквально произошло у меня так. После того, как я уже скинул, читаю, ну, вроде все, подхожу, здорово, здорово. Потом понимаю, что это Якутск. Ну, когда внизу уже город Якутск, там жилье предоставляем, все здорово, все условия идеальные. И я так, ну, как-то, наверное, что-то я погорячился. Я ходил, через дня 3-4 мне пришло сообщение о том, что меня хотят рассмотреть. И как смотр в театры проходит, я думал, это на сцене, что поеду в Якутск показываться. Оказывается, нет, представитель театра, на тот момент была Алла Бузмакова, была в Москве и общалась с актерами в Москве. Мы с ней договорились, и не сразу же у нас получилось встретиться, очень много было, то откладывалось, то я уже думаю, и все, никуда я не еду, в общем. И пока в последний момент Алла не написала мне, сказала, что я вот завтра улетаю, мы можем встретиться в кафе, просто в кафе. Думаю, ну, интересно, в академический театр попасть, посидеть в кафе, думаю, ну хорошо, давайте попробуем. Я встретился, и мы долго беседовали, потому что она боялась, что, естественно, я приеду, испугаюсь, уеду, ну что москвич, что не готов к такой жизни. Но я был очень серьезно настроен, потому что я очень сильно люблю, так сказать, труды Станиславского, и у него очень хорошая фраза есть. Для того, чтобы актер стал профессиональным, так сказать, возмужал, ему нужно поработать в театрах вне столиц. И я подумал, ну год я здорово проведу сейчас год в Якутске, посмотрю, что это такое. И все, и мы сказали, да, руки пожали, и я ждал уже приглашения, и приехал. Вот. Ну вот, кстати, в разных интервью, да, вы говорили, вот еще год, и уеду, еще год, и вернусь в Москву, но вот уже скоро будет 10 лет, Да. вы все в Якутске. Еще годик? Нет, наверное, это первое интервью, когда я скажу нет. Еще, может быть, несколько лет, точно. Дело в том, что, понимаете, постоянная тоска по родной земле, по родным, близким, друзьям, потому что у меня там все остались. И это так волнообразно. То есть иногда, когда здесь много работы, ты не думаешь об этом. Тебе здорово, потому что ты получаешь удовольствие от того, что ты любишь. Но иногда, когда вот период пандемии, допустим, да, когда у нас работы не было, и ты уже на стенку лез уже от тоски, поэтому все время хотелось домой, да, я дома найду чем заняться, дома, но тем не менее сейчас как-то устаканилось, что ли, все эти мысли, все эти думы, и получаю удовольствие просто от пребывания. А что было самым сложным, самым неожиданным? Неожиданно было получить, наверное, в первый год моей работы, получить главную роль. Это было неожиданно, потому что психологически актер должен дорасти до этого, а у меня не было времени для этого.
То есть я, когда приехал, я 3 недели ничего не делал. Я ждал, когда мне дадут какую-то роль, какую-то работу, и я боялся, что, наверное, меня позвали и погорячились сами, и я буду без работы сидеть. А потом, когда так голодранцы появились у нас, я получил роль, меня ввели в спектакль «Два берега одной победы». И до конца сезона у нас проходит встреча с Андреем Савичем, режиссером «Капитанской дочки». И после нее, когда я получаю распределение, что я Гринев Петр Андреевич, я тогда в ужасе был. Актер должен радоваться по этому поводу, главная роль же, а я в ужасе был, потому что я думал, ну я как? Весь спектакль на сцене, тогда эпизоды, к этому меня готовили, к этому я уготовился в училище. А главная роль, когда это длинная перспектива существования, это было для меня просто невозможно тогда, на тот момент. А Андрей Савич еще очень интересно работает, то есть у него свой метод, и к нему тоже надо привыкнуть. И так все это было быстро для меня, что это был вот тот самый момент удивления, что в первый же год человек получил главную роль. То есть вот это, наверное, произвело на меня большое впечатление. А, кстати, на труппу это произвело впечатление? Для многих вот театр — это равно интриги. Как вот вообще москвича приняли, еще и сразу роль? Да, наверное, есть такое мнение, что театр — это интриги, но могу сказать, когда я работал экономистом на заводе, там интриги были, наверное, посильнее, побольше, похитросплетеннее, что ли, как-то так сказать. Здесь я встретил только такое гостеприимство. Да, я боялся, что может быть что-то такое, о чем я слышал, что в театрах происходит, но здесь я не встретил это, я долго так ко всем присматривался, со всеми общался, думаю, может быть, они говорят не то, что думают. Нет, у нас очень-очень теплая обстановка по сравнению, может быть, с какими-то другими театрами, потому что я слышал, что бывают прям катастрофические ситуации. У нас же нет. Но понаехавшим самое сложное в этом, наверное, было доказать труппе, потому что не знаю, как там директор, какого мнения обо мне, там, художественный руководитель, заведующий труппы. Это, конечно, очень важно, но основа твоего существования на сцене — это твой партнер, твой коллега, актер. И важнее получить расположение этих людей. Потому что... Чтобы контакт, да, создавался? Да, контакт, поддержка, взаимовыручка — это все настолько основополагающее существование, что, наверное, здесь был основной страх, что профессионально я не устрою, наверное, кого-то. Потому что это, наверное, ошибочно думать так, что там москвич едет. Я, наоборот, ехал с осознанием, что я никто. Ну, потому что у меня опыта было только 1 год театра, и то малой формы. То есть на большой зал я первый раз здесь вышел. И когда первый раз, наверное, я вышел на сцену, это было вот в «Два берега одной победы». И я работал со Степаном Федоренко. А я уже слышал, что это матерый, опытный артист, кто я? И у нас буквально здесь вот в 2 метрах сцена о том, что здесь нельзя курить, самолеты же, бензин. И до мне надо сказать первую фразу: ты с ума сошел? Здесь же самолеты, керосин. И он подходит ко мне, закуривает. И я даже не могу от зажима, не могу даже рукой ему ударить по руке, выкинуть эту сигарету со словами. А тут еще сидит Андрей Савич, который режиссер этого постановки. И я думаю, вот это отличное начало. Вот 3 недели я сидел, ничего не получал, тут я получил роль, и я не могу сказать фразу, одну элементарную фразу. Ну, потом со Степаном мы пообщались, он такой свойский парень, с ним легко. Как-то мы с ним расслабились, и мы провели сцену замечательно, что после этого ко мне подходили коллеги и говорили: где ж ты был, не уезжай, пожалуйста. У меня контракт был только на год, поэтому все думали, что я уеду быстро, а нет. А как из экономистов понесло в актеры человека? Как это вообще происходит? Я с детства хотел быть режиссером. В 7 классе я как решил, что я буду режиссером, я не отставал от родителей. Пошел после школы экономический. Да. А так как я дошел до 11 класса, и мне родители сказали: нет, режиссером ты не будешь, потому что
ну, как-то это очень тяжело. Это нужно было до этого готовиться очень. А я не готовился, я спортсменом был. Я занимался спортом и думал, каким что стану баскетболом. Я второй у меня взрослый разряд по баскетболу. Я играл за клуб в городе, за институт. Ну, очень много. У меня и регалии там есть. Но у меня была голова только в спорте и вот режиссура. А режиссуру я рассматривал, просто хочу снимать. Это все, что у меня было в голове. Кинорежиссером? Да, причем, кинорежиссером, да. не театральным. Да, и когда 11 класс шел к концу, и нужно было подавать документы в институты, я позвонил в ВГИК, сказал, я хочу быть режиссером, что мне нужно для этого? Они говорят, к сожалению, места уже все заняты. По конкурсной основе, как это доконкурсная основа, там какие-то фестивали и так далее. И говорят, есть 3 места. Если вы гений, то, конечно, вас возьмут. Я, конечно, мой баскетбол, наверное, не очень помог мне в этом, стать гением в кинорежиссуре. И пришлось отказаться от этой затеи, потому что платная была основа очень дорогая. И мне родители сказали, тогда получай образование, которое тебя будет кормить, практичное такое, экономист. И я поступил в Государственный университет по землеустройству, стал экономистом, управленцем на предприятии. Пошел на завод? Пошел на завод работать экономистом, да. Меня взяли под большой проект, я сделал этот проект за год. И в один момент пришел домой и понял, что я не смогу так жить. И мне очень тяжело сидеть в офисе. Такое ощущение, что чужую жизнь живешь, да? Не то, что это даже не то, что чужая жизнь, это как будто я в тюрьме. То есть я ничего плохого не сделал, а меня в тюрьму И это как бы навсегда. ну да, и это навсегда. То есть меня даже не радовали перспективы каких-то поощрений, какого-то там карьерного роста, потому что там он был. И я на следующий день ни родителям не сказал, никому, написал заявление на увольнение и уволился. И когда приехал обратно домой, сказал, что я больше на заводе не работаю, родители очень сильно расстроились. Но я сказал, я буду поступать в театральный. У них, конечно, глаза забегали, они говорят, почему? Ты даже ничего не говорил до этого. А я просто поступаю в театральный, все, пусть будет, что будет. И только после этого начал смотреть, а куда поступить-то можно в театральный. И нашел вот программы для тех, кому за 20. Нашел театральный институт Щукина. И когда подал документы, я понял, что это все мое. И я 3 тура прошел вот так вот, совершенно не готовясь. Ну, то есть я выучил стихотворение, как я представлял себе, как учат стихотворение. Я выучил прозу, просто выучил текст. И когда мне сказали, что мне помогает природа и очень много чего мешает, я говорю, будем с тобой заниматься, потому что ты одаренный, что ли, так сказать. Но вот вы начали с того, что было важно при том, когда вы подавали заявление в театр, да, было важно, что это театр академический. Да. Драматический, академический. Да. Точнее, вот если внести подробность, я еще тогда не знал то, что академический, это здорово. Для меня было важно, что это большой театр, что это прям профессиональный театр. Потому что до этого я был в студиях, они считались очень хорошими, то есть студия на Маяковке, Альтер-Эго студия в Москве на Смоленке. То есть это такие студии, о которых знают, на которые ходят, но это студии, там 30 человек, наверное, максимум было в зале. И когда я был уже во второй студии на Маяковке, мы репетировали «Степной волк» Гёсе, и шло дело к премьере, и я нашел это объявление, и я прихожу к режиссеру, говорю, знаете, меня в Якутск зовут, в профессиональный театр. И он говорит, что за театр? Я говорю, государственный, академический, русский драматический. Он говорит, академический? Конечно, езжай. Я говорю, так я должен через неделю уже ехать. Он говорит, у нас же премьера через 2. Я говорю, Академический. это же академический, как вы сказали. И когда я приехал, я уже все, конечно, разузнал. Это очень... Мне льстило так внутри. Такое ощущение было приятно, что академический театр. Неопытного актера позвали из Москвы. Это же риски такие. А кто знает, какой бы я был. Позвали меня на какой-нибудь, а я только
зря деньги потратили на меня, что ли, как-то так. Ну, стыдно было. Стыдно было бы не подойти к театру, потому что это было один из самых важных таких для меня моментов. Вот, наверное, скажу. Первая сказка, в которую я попал, была «Летучий корабль». И я играл роль полкан. И там надо было петь. А с пением у меня не очень хорошо. Не в силу того, что там способности, а том, что меня невозможно научить. В театральном институте со мной работало 3 мастера, и все сказали, у тебя природное детонирование. Я не понимал, что это такое. То есть я могу спокойно спеть с кем-то в дуэте, с ним я его слышу, но когда он уходит, я не слышу ориентиров, я куда-то улетаю. И это у меня как комплекс подвис надо мной. А тут роль, где надо петь. Это еще не знают, что я не умею петь. Я прихожу к заведующему по музыкальной части и говорю, давайте попробуем. Он говорит, давай, включает меня. А тут как будто все, как на подбор, все поют. Я вот, нет, не получится. Он говорит, почему? И я начинаю пробовать, он говорит, сейчас мы быстренько с тобой. Раз, мы с ним пообщались, и он как-то научил актерское пение как-то разграничивать академический вокал и актерское пение немножко. То есть как бы с актерским вокалом я еще как-то владею, то есть я еще могу там какие-то такие, сказать, эмоциональные вещи какие-то показать, но академический нет. И я думал, что если они узнают, они сейчас скажут, езжай ты домой, мальчик. Они узнали, сказали, ладно, ничего. А потом я пообщался с большими артистами из больших театров. Оказывается, что не все так плохо у меня, потому что оказывается, что это очень большое, конечно, положительное качество актера, когда он поет, но есть большие актеры, которые этого не делают, и мне стало полегче. Вот то, что вы сейчас говорили, похоже на такой синдром самозванца. Да, 100%. А за 8 лет удалось от него избавиться? Да, не полностью. Не полностью, потому что всякий раз, у нас такая профессия, всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-то трудностью на сцене, вот, допустим, ближайшее, далеко ходить не надо, «Араб Петра», к нам приезжал Алексей Иванович Ларичев, замечательный режиссер, я с ним работал до этого в «Деревья умирают стоя». Он очень требовательный режиссер, и если у тебя что-то не получается... Он не стесняется в выражениях? Нет, он очень деликатный в этом плане. Но он очень интеллигентно может тебе дать понять, что ты не прав. И всякий раз после репетиции, когда он говорил, Женя, не то, Женя, не это, ты вот здесь вот ты сдулся, здесь ты... Я приходил домой, и у меня было полное осознание, что, это не мое. Просто профессия не моя. Хотя вот уже 8 лет прошло, и я справился даже тяжелее роли были. А тут тебе еще раз намекнули, что вот ты здесь не справился. То есть, может быть, это был момент стимуляции какой-то, но в моем случае это в обратную сторону работает, и у меня опускаются руки. Но всякий раз я поймал себя на мысли, всякий раз перед премьерой у меня какое-то как 3-е, 4-е, 5-е дыхание открывается, и какие-то озарения, как инсайты, и все складывается. То есть редко так бывало, что выходишь в премьеру, и ты еще пока не чувствуешь того, что происходит на сцене. А это очень важно. Но театр же это еще и гастроли, да, и за 8 лет, наверное, их было и по республике, и... По республике первый город, в который мы отправились тогда с гастролями, это, по-моему, на 2-й год моего контракта, в Алекминск. Это произвело на меня впечатление, потому что Якутск для меня не удивил, как город, то есть я не ждал, что это будет какая-то деревня, там, ты далеко от Москвы, это не Москва, то есть такого не было. Я приехал, такой, ничего себе, прям здоровенный город со здоровенными зданиями, то есть это не было такой... это первый раз в Якутске? Да, когда первый раз. А Алекминск, я себе представлял, наверное, тут все... Типа Якутска, только поменьше? Да, что-то типа того, как поселок городского типа, то есть...
когда я приехал, и нас поселили в такой отель, не отель, какой-то, ну, я даже не знаю, что это такое. Гостевой дом, наверное. Нет, не гостевой дом, это какой-то отель, когда у меня в лагере так было. Когда заходишь, направо живут мальчики, а налево девочки, а тут только вот направо заслуженные, налево незаслуженные. То есть вот так вот, и в 2 шагах ДК, вот, и, конечно, это был для меня, ну, с этой сцены в ДК, для меня было такое, ну, я не понимал, тяжеловато все это. Когда у нас раздевалка в каком-то большом помещении, то есть это на меня произвело, ну, я, наверное, излишне изнежен, но такой, комфорта такого урезано. Вот, Олег Минск познакомился. Но зато столько впечатлений, столько у меня этих памятных моментов связано. Что еще по республике? Ну вот Нюрба недавно была. Тут так сказать, что прям по республике много не могу сказать. А вообще вот что в Якутии больше всего нравится? Если вот, ну, кроме сцены, понятно. Ага, Мы уже обобщить выяснили. как в республике или можно город? Ну, можно город. Ну, как, так скажем, да, как Якутск, как лицо республики. Я, наверное, за 27, за 28 лет в Москве как-то присытился вот этим бешеным ритмом жизни, потому что это сел в машину 2 часа в пробке, вроде бы никуда не двигаешься, а внутри вот так вот все. И когда я приехал в Якутск, я был в восторге от такой размеренной манеры жизни. То есть ну, никто никуда не торопится, такое ощущение, что все успевают. Просто я привык-то, бежишь в метро, с одним столкнулся, даже извини не сказал, там побежал, не успел на одну электричку, туда. То есть это так постоянная беготня была. А здесь я вообще не бегал. Я не помню же, у меня машина есть в Москве, а здесь она мне даже не нужна. У меня даже мысли не было о том, чтобы, ой, было бы неплохо здесь машина, вот чтобы у меня здесь машина была. Нет, вообще, так хорошо идти, прогуляться, ну, кроме зимы, конечно. Зимой гулять тяжеловато. А так очень комфортно. В плане вот, это что касается самого, вот, наверное, города и такого образа жизни, что, наверное, да, обобщить. Но дары Якутии меня очень впечатляют. Я в первый раз попробовал вот индигирку, строганину вот из жеребенка. И здесь все первый раз здесь произошло для меня. Супругу вы нашли в Якутске, и она тоже актриса. Да. Вот, актерская семья как отличается от другой семьи? Наверное, Какие-то особенности по большому есть? счету, наверное, нет. Ну, в быту ничем не отличается. А вот в плане сосуществования как 2 актера, конечно, тяжеловато. Все-таки это такое, ну, не тяжеловато, сейчас еще наговорюсь. В плане того, что мы работу несем домой. И дома у нас мы тоже работаем. Вот у нас недавно был спектакль «Часы с кукушкой», и мы играем там супружескую пару. Так мы вот и эту пару перенесли домой, дома репетируем, начинаем друг друга критиковать, можем поссориться. Ну, конечно, все быстро заканчивается, но то есть вот в этом плане очень нелегко, потому что работа постоянно с тобой. Работа по дороге на работу. То есть вот. А я думаю, что любая супружеская пара, которая работает в одном месте трудоустройства, наверное, у них у всех так, мне кажется. Нет, но вы же еще во многих ролях романтический герой, который на сцене играет любовь с другими актрисами. Не ревнует жена? Да нет, она профессиональная актриса, она понимает, что она точно так же играет романтических героинь, и тоже любовь с другими. Ну, это такая, наверное, по началу, когда наших отношений было, да, там были, конечно, такие, но это больше, наверное, с моей стороны. А с ее стороны она все-таки опытнее меня в плане актерского искусства, и она все понимает. Ну, не помню, чтобы у нас по этому поводу какие-то были такие конфликты. Нет. Но у вас такое амплуа романтического героя-офицера, начиная с Гринева, там, Турбин, да, вот, и есть ли какая-то любимая из этих ролей, или, может быть, вот, ну, Из этих... что-то прям общее?
из этих двух ролей, да, ну, как вам, если взять в общем все мои роли, то, наверное, амплуа героя-офицера так это не самое такое у меня, наверное, широкое использование. Нет, это имеет место быть. Но если сравнивать, допустим, даже Турбина Алексея и Петра Андреевича, конечно, Алексей Турбин для меня выигрывает очень сильно, потому что эта роль для меня была прям сделана. То есть это и долгое вчитывание в материал, да, понимание эпохи, это очень много было. Я помню, я прям фанател этой ролью. А Петр Андреевич мне достался вот как на том стрессе, про который я вам рассказывал, и все получилось так быстро, что у меня было время только выучить текст. Мы очень быстро поставили спектакль, потому что там сроки были, там очень много всяких подводных камней. И не было время сидеть и осознавать все, что, к чему, почему я вышел. То есть это было... Мы вышли в премьеру, я помню, очень много пошло не по плану, потому что все быстро менялось очень сильно. И были такие моменты, что там актер вышел, он забыл, что, оказывается, поменяли все. А я, как неопытный актер, всего лишь год, я так... Почему вы вышли? Вот, не сейчас. Ну, то есть были такие моменты, но все, конечно, все снивелировалось, мы все показали достойно, но то есть не было момента углубления, и вот этой притирки к роли, она до сих пор улучшается мной. Мне уже 35, а я все улучшаю Петра Андреевича, мальчика. Вот. Поэтому Алексей Турбин для меня такая внутренняя целостная работа, к которой я подходил с любовью такой прям, трепетом. И она очень отличается от меня, Жени Кузьмина. То есть Петр Андреевич, наверное, где-то я там нахожу очень много параллелей с собой, а Алексей Турбин — это такая радикально отличающаяся. И если она понравилась кому-то, значит, я ее сделал. Значит, все правильно произошло. Наше слияние с этой ролью дало плоды. А какая вообще роль из сыгранных за это время самая близкая? Самое близкое? Ой, я так много люблю своих ролей, что мне хочется даже обидеть внутри себя. Но из последнего, наверное... Да, нет, не получится из последнего. Треплева я люблю. Потому что, опять же, тоже там все произошло очень быстро. Так получилось, что у нас заболел актер или уехал актер, не помню. Мне как-то досталась эта роль, потому что я другую роль играл в этом спектакле. Но для меня Треплев — это такой параллель Гамлета, а Гамлет — это была моя мечта, прям была. Ну, наверное, очень банальная, но просто я очень люблю Гамлета, и я смотрю его во всех театрах, где я могу посмотреть. Но с некоторых пор, после того, как я посмотрел Гамлета в МДТ в Питере, я уже не хочу играть Гамлета. Почему? Ну, и мне кажется, что лучше, чем я увидел, уже не сделать. Потому что внутри постоянно, я смотрю, даже вот в театре «Апарт», я помню, в Москве смотрел, восхитительно поставили, просто здорово. Решение просто не придраться. Но я такой, а я бы вот сделал бы вот так вот, мне кажется, что так было бы лучше, и вот так вот, еще куча мыслей прилетает. А тут, после этого спектакля, мне кажется, Гамлета сыграли на все 110%, и все, что ты можешь, это попробовать сделать так же, как... я про роли именно говорю, да, потому что про постановку говорить. Наверное, не получится. А как раз ее играет Данила Козловский. Для меня это какая-то двойная, потому что я на него смотрел в кино, это было восхитительно, я думаю, классный актер, но потом какой-то момент прошел, и я смотрю, что в кино все-таки есть такое понятие амплуа, да, и шаг влево, шаг вправо тебе не очень приветствуется. А тут в театре он совсем другой. Совсем, я был в таком восторге о том, что как он сыграл Гамлета, когда я не вижу там Данилы, наверное, нельзя говорить имена, да? Я вижу, как восхитительно работает артист, и работает так, что просто меня зависть распирает. Я прихожу домой, и у меня как будто депрессия начинается. Такая, наверное,
И, наверное, Отобрали мечту, как бы. Да, как будто ее забрали, сделали вот все, что ты хотел, так вот здорово, кто-то другой это сделал. И я так уже, ай, ладно, не надо. Не было Гамлета, и не надо. То есть, а еще вот это вот что касается Треплева, да, поэтому это такая была параллель внутреннего конфликта, такой тонкости такого. Я ее любил, но мне было очень внутри тяжело ее играть, потому что все это так вот с лету, с размаху мы влетели в этот спектакль. Наверное, «Мертвые души» со мной, наверное, поспорят и зрители, или еще кто-то. Но «Мертвые души» спектакль такой прям фестивальный, он был настроен на фестивале. Это такая даже, наверное, отчасти хулиганская такая работа Сергея Станиславовича Потапова. Но работать в этом спектакле было очень здорово. Он разрешил какую-то хулиганство вот это вот, которое работает на спектакль, на всю атмосферу. Наверное, да, со школьной программы у нас не получилось, но для молодых людей там от 15, от 16, кто в театр ходит очень редко, но они заинтересовались, мне писали, очень-очень понравился спектакль. Почему у вас таких спектаклей нет еще? Я говорю, может быть, всего должно быть в меру, поэтому... Но у нас русский театр очень любят, и актеров вообще узнают. Узнают же, наверное, там в магазине, в автобусе. Был вот первый момент, когда узнали? Первый раз, когда меня узнали в поликлинике, да, на регистратуре. Почувствовал себя звездой в тот момент? Нет, было неловко, потому что мне говорили, это вы, Петр Андреевич же, да? Вы Гринев? Я говорю, да. Я так, впервые меня узнали, да, я. А потом говорит, а что у вас случилось? Заболели, что ли? И как начали меня расспрашивать о том, почему я пришел в поликлинику, и немножко было неловко. А один раз было очень приятно, когда нас в ресторане узнали. Вот я с Катей, с супругой, отмечали мы что-то, я не помню, что-то какая-то знаменательная дата у нас была. И к нам подошел управляющий ресторана и сказал, я вас узнал, вы актер из русского театра. И я так, да, я не один. Он говорит, да, я знаю Екатерину, я знаю, я очень люблю ваши спектакли. Все за счет заведения. Вот что-то вроде того, то есть нам принесли блюдо, шампанское. Я говорю, так можно было не заказывать, что же вы раньше-то не подошли? Это было очень приятно. То есть вот тогда я действительно почувствовал себя звездой. Я подумал, что вот, наверное, вот так вот звезды и ходят по ресторанам, не платят. Здорово им. Здорово, наверное, еще и одеваются тоже точно так же. То есть вот это было приятно. Но так не часто узнают. Я, конечно, ссылаюсь на то, что я так перевоплощаюсь, и меня не узнают. Но, наверное, просто не часто в театр ходят. А какие-то актерские суеверия, верите вы в них? Типа там, не знаю, сесть на роль, если она упала, вот это вот все. Да, я очень верю во все суеверия, и мне кажется, надо уже немножко даже избавляться от них. Сажусь на роль, да, прохожу рисунок роли обязательно, пробегаюсь, грею сцену, много всего, даже молюсь. Потому что всегда выход на сцену — это всегда волнительно для меня. Наверное, если так вот взаимосвязь делать с тем, что я до сих пор внутри себя доказываю театру, что я хороший актер. И это постоянная ответственность внутренняя, постоянное такое напряжение. И хочется, чтобы это напряжение немножко было оправдать то, что я все сделаю хорошо, тем, что перед этим я прошел роль, я погрел сцену, я зашел в гримерку с левой ноги, я сел на роль, и поэтому она у меня не развалилась. То есть это вот, наверное, внутреннее такое оправдание, пытаюсь спастись, но, наверное, уже так подумать немножко и как-то осмыслить все суеверия. Какие-то есть, конечно, нерушимые. Сесть на роль — это святое. У нас вот Алексей Иванович, тот же режиссер «Арат Петра», помню, на «Деревьях умирают стоя» у нас у актера упала роль, и он не верит в суеверие. Он начал поднимать. Алексей Иванович, гигантского опыта режиссер, говорит, это что такое? Сядь на роль. Он говорит, а я не верю. Я говорю, а я-то верю. Давай садись. Роль не сделаешь, ты мне испортишь спектакль. Заставил сесть. То есть то есть, мне кажется, у всех есть такие нерушимые такие суеверия. Вот вы про Нюрбу говорили, там на фестивале ваш
с Дмитрием Трофимовым дуэт, Академия смеха отметили призом. И я знаю, что он, там такое совпадение случилось, он буквально за 2 дня до спецоперации вышел. Да, да, такая ситуация. Мы За его день. да, ну, где-то вот в этом районе, там так получилось, что мы репетировали его январь-февраль. А в феврале я слег с ковидом, и мы заморозили постановку на 1,5-2 недели. И очень много было событий. Но понимаем, что наш материал, вышла новость, да, что наш материал так сильно попал, что мы не это имели в виду. То есть как-то и хочется в программке написать, что мы не это имели в виду. Ну, то есть это такое совпадение, где мы рисковали, что, может быть, ну, наверное, это неэтично, что ли, такие постановки в такое время. И переживали, что ее не допустят, потому что труда мы туда очень много вложили. То есть и Влад Мичурин, режиссер постановки, и мы вдвоем, потому что очень много материала, там очень много текста, 75 страниц диалога. И это такого у меня не было просто. Но, кстати, сложно, когда 75 страниц, там 2 часа этого диалога, и на сцене вас только двое, да, спрятаться не за кого. Да, да. Это такой, мне кажется, такой опыт, который должен получить каждый актер. Это как моноспектакль. Потому что то, что вы вдвоем, никак не уменьшает на тебя нагрузку, потому что ты находишься на сцене все эти 2 часа, и ты взаимодействуешь напрямую с этим актером. То есть, получается, это, ну, по сути, это моноспектакль. Единственное, моноспектакль — это же диалог зрителя с актером, а здесь вот диалог просто переместили немножко на другого человека. И такой опыт, мне кажется, очень важно получить, особенно если ты играешь большие роли. И я очень рад Владу за то, что он предоставил мне такую возможность. И когда мы взялись за постановку, то есть первая читка у нас была, у меня была масса вопросов в плане того, что как мы это все сделаем, потому что, ну, наверное, зритель, я не знаю, говорят, что были здесь такие постановки, да, когда несколько часов 2 человека работают, но при мне не было. И неужели зрители высидят? Неужели? Потому что это такие спектакли, которые надо сидеть и слушать. Напряжение от зрителя требует. Да, и не только ради того, чтобы, да, посмешить. То есть это комедия, но это же не полноценная комедия. На самом деле она же о другом совсем. И я боялся, что просто зрителю это не надо. Я очень, ну, то есть как бы думал, что то, что 2 человека тут, ну, в прямом смысле потеют, потому что это напряжение просто, мне кажется, я худею после этого спектакля, что не выдержит. Но когда мы получили первые отзывы, когда люди встали там на премьере и говорили «браво», я, ну, ничего себе, извините меня, что я был у вас такого мнения, что вам будет это неинтересно. Это было приятно. Да, я забыл вопрос, простите. Ну, сложно ли такие спектакли? Вы на него ответили. Да, сложно. Ну и вопрос такой последний, наверное, который я всем героям задаю. Вы можете себя назвать счастливым человеком? Определенно, да. Определенно, да, потому что недавно совсем я осознал, что я поменял свою жизнь на 180 градусов. Не только то, что я приехал сюда, а то, что, наверное, как-то и родители тоже были, они мне помогали во всем. То есть, когда я поступил в театральный, они мне помогали, и все события мне помогли для того, чтобы я поменял жизнь. И многие говорят: вот как ты так из экономиста в актера, это же странно. Я говорю: когда ты ходишь на свою дорогу, все да, складывается, ты внутри себя ощущаешь, что вот это твое, и тебе все помогло для этого. Ты понял, что вот это должно было быть и с самого начала, когда я правильно, значит, у меня внутри были ощущения еще в детстве, что я хочу заниматься творчеством. И когда я осознал то, что я делаю то, что я люблю, и еще нам за это платят, ничего себе. И когда ты здесь находишь любовь в своей жизни, это как-то все вот так вот вместе, в такую гармонию, вот так вот само собой. То есть я никого не искал здесь. Я, как вам сказал, я не ожидал, что мне в первый же год дадут главную роль.
а мне ее дали, а потом еще дали. То есть я этого всего, я думал, что года 3 обычно в театре работают, на эпизодах там притираются. А тут все как-то так закрутилось, все это. И я понял, что я просто счастливый человек от того, что все события, все люди, которые вокруг меня, они как-то помогли мне поменять жизнь. Потому что я думал, что экономист — это моя судьба. Ну, карма. Ой, кара. Простите. А что такое счастье? Счастье, наверное, это когда ты не задумываешься Да будет, я надеюсь. о том, что что-то, наверное, в твоей жизни идет не так. Ты просто чувствуешь это. Спасибо за письмо. Счастье — это На словах, может, есть что-то. о том, что все твои близкие, которые на тебя смотрят, они понимают, что ты был прав, ты сделал правильный выбор в своей жизни. И, наверное, внутри какое-то у меня всегда было ощущение, что мной должны гордиться родители там и так далее. Но это, наверное, какая-то часть воспитания. Но я потом понял, что даже если они там не говорят, что мы тобой гордимся, они понимают, что просто я нашел себя, и мне от этого всего вот внутренняя, тотальная внутренняя гармония. И вот это, когда я начинаю чувствовать, что, наверное, я делаю что-то не так, я понимаю, что в рамках своей вот этой гармонии, я понимаю, что это момент роста. Как, например, вот интервью. Я не очень умею давать интервью, да, а мне предложила Наталья попробовать. Я такой, хорошо. Я внутри себя очень стрессовал, очень чувствовал, что это не то, а потом сейчас чувствую, ой, как прекрасно, что я дал интервью. Я счастлив. Как прекрасно, что вы согласились. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.